Сидя дома, в Facebook, хожу в ленту и читаю о том, что меня номинируют на Нобелевскую премию мира. Не скажу, что я слишком ожидал, что пройду, но факт быть номинированным на Нобелевскую премию, конечно, для меня это была большая честь. Я Абдурашид Джипаров, я юрист. В данное время занимаюсь правозащитной деятельностью, когда еще остается время общественной деятельности какой-то. В те годы еще и ранние годы это было желание и, в общем-то, мечта многих крымстар, потому что все время мы сталкивались с проблемами. Сложно решать, где-то там преследование, где-то мало ли какие еще проблемы. Такое желание было на самом деле. Потом, скажем, проходили годы, я никак не мог определиться точно, куда и поступать, на что учиться. Закончилось тем, что уже будучи в Крыму, в Симферополе, я поступил и закончил юридический факультет ТИ. Это московский филиал Российской Федерации. Это было 7 октября 1987 года. Это был день Конституции СССР. Инициативу кто-то подает, а потом вместе обсуждали с коллегами, с друзьями, соратниками. И решили, что такое мероприятие нужно провести, потому что мы до этого побывали в Москве, известные события в Москве, и нам показалось, что как-то дальше эта волна утихнет и, в общем-то, активность спадет. Тогда мы решили, что нужно что-то еще продумать такое, резонансное, интересное, чтобы как-то дать новый импульс или еще один импульс движению. Это была и Таманская инициативная группа, краевая Краснодарская. Потом мы приезжали сюда накануне, чтобы там проработать маршрут, где будут встречать нас, где будут там, не знаю, там поддерживать, как поддерживать. Мы рассчитали весь путь от 7 до 18 октября. В день там по 25 километров, поэтому вроде бы не так много, но сам путь не маленький, почти в 300 километров, поэтому мы решили, что все было рассчитано поденно, поминутно, где будем останавливаться, где будем привалы делать. Было нас около 300 человек. Мы даже не думали, что это событие будет настолько, в общем-то, резонансным. Мы шли какое-то время, дошли до 7 километра, почему мы как бы иронизировали, там 87 год, 7 октября, 7 километр. Там дальше столкновение с силами правопорядка, очень много разных там подразделений всяких родов, там 3 катера морской пехоты, там на берегу тут и вертолеты, и БТР, и все, что хочешь. В общем-то, и закончилось тем, что, в принципе, повезло, нам не пришлось идти 300 километров. Но резонанс был, дело было сделано. Был такой случай. Бытность мою еще в КНД, я, как сказал, заведовал внешними связями и выезжал за пределы Крыма. Тогда дальше СССР было тяжело выехать или почти невозможно. На одной из конференций, это было в Вильнюсе, тогда работала постоянно действующая конференция Национально-демократических сил СССР. Я приехал с небольшим опозданием, вернее, с опозданием на один день, и приехал ночью и не выспался. Я решил где-то зайти в задние ряды зала и там, в общем-то, сидеть сзади, чтобы не обращать на себя внимания своим несвежим видом. И когда я занял свое место, а людей там было в пределах 80, где-то 80-90, из разных тогда, в общем-то, республик, и Эстония, Латвия, Литва, Кавказ, Беларусь и прочее. И только начиналось, и ведущий уже открывал второй день конференции, когда одна женщина, мы с ней познакомились еще в Москве, Неоли Садунайте, она вышла, просила остановиться, в общем-то, придержала начало конференции и сказала: господа, среди нас присутствуют крымские татары. Весь зал встал и, в общем-то, обернувшись в мою сторону, долго аплодировал. Я смущался, потому что, во-первых, молод, и нас такими вещами еще не баловали. И долго аплодировали. Я уже не понимаю, что это не мне аплодисменты лично, это нашему народу. Но я помню, как это происходило, это было волнительно, это было, в самом деле, я тогда не понимал, что нас так высоко ценят. Этот момент я очень сильно запомнил, конечно. Тогда, после всего этого, я подумал, как бы нам не растерять эти аплодисменты. Они, видимо, нелегко нарабатывались. Наверное, таких было много, кем бы я восхищался из представителей национального движения.
Но обобщенно скажу, это то поколение, на плечах которых мы вошли в Крым. С них можно было брать пример во многом. Если думают, что раньше люди были там искренние, смелые, этого мало знать. Они, в общем-то, были очень эрудированные. И очень эрудированные, это люди много знали. Тогда не было, понятно, интернета и всех этих вещей, которые мы сейчас имеем, но они знали настолько много, что иной раз, когда мы сейчас вот читаем на ленте, где-то там в новостях или в Гугле, мы думаем потом, откуда они в то время это все знали, когда у них источников не так-то много, а знали настолько, что я помню, когда мы были в Кремле на приеме у Громыка, нас было 21 человек, и когда в общении с ним, с дипломатом, высшей гильдии, наши активисты того времени как-то легко парировали ему, и, в общем-то, он терялся и, в общем-то, не знал, что отвечать. Поэтому, да, действительно, с тех людей можно было брать примеры и подражать этим людям. Наверное, ответственность. Ответственность людей за какую-то свою, не знаю, там, за роль свою, не знаю, за миссию какую-то свою. Вот. И люди знали, что Крым нам нужно возвращаться, а просто, скажем, чего-то ждать, смысла нет, поэтому нужно что-то делать, а делать нужно двигаться, значит, какой-то там, не знаю, там, какие-то планы, какие-то там вещи, которые нужно проделать, и к этому относились соответственно, просто брали и делали. Тогда время, наверное, такое было. Не знаю, не только мы такие были, как-то весь мир жил, не мир, вернее, вот среда наша. Вот. Жили как-то был минимализм, другие устои, другая мораль. Я в движении национальном был долгие годы. Работал в администрации районной, райгосадминистрации Белогорского района, бытность там Альберта Кангиева, председателем, работал в орготделе. До этого работал немного в инспекции труда. Потом была пауза, я ушел в частную жизнь. Дальше Крым пришла Россия. 27 сентября 2014 года был похищен мой сын Ислам Джипаров и мой племянник Джевдет Ислямов. Тогда у меня была серия встреч с руководством Крыма, с Аксеном. И тогда мы решили, что, в общем-то, у меня неплохая школа, прежде, как я коротко сказал, и что где-то нужно себя включать, в общем-то, в дело. Я выступил инициатором создания Крымской контактной группы по правам человека, был координатором, есть координатором этой группы. В общем-то, с тех пор у меня пошла чисто правозащитная деятельность. Мне это нравится делать, это умею делать. Вот, и знаю, что неплохо это у меня получается. Много разных вещей. Скажем, это как аресты, это задержание, это, в конце концов, проблемы связаны с экологией. И в этом есть нужда. И я нужен в таком качестве. 7 лет и 1 месяц с тех пор, как похитили моего сына и племянника. Тогда мы мало что понимали, кто это сделал, потому что только вот россияне сюда вошли, мы не понимали, там, чьи шевроны, кто такие погоны носит, в каких формах, кто как. Их там много разных мастей, и теперь надо ждать. Я так думаю, они где-нибудь, может быть, да. Единственное, я знаю, что их вывезли в Россию за пределы Крыма. Надеюсь, конечно, что они живы. Наверное, смысл с тем, чтобы жить со смыслом. Вот, смысл, наверное, меняется в силу того, что меняются обстоятельства. Принципы могут не меняться, а смысл, скажем, смысл прожить так, чтобы как-то быть нужным, делать свое дело, делать его красиво и ответственно, вот, чтобы какой-то след остался после человека. Вот уже 7 лет, как его нет. Казалось бы, вот площадка свободна, пространство свободно. Но кто был недоволен, скажем, или кому-то что-то не нравилось, пожалуйста, вон пусть занимается. Вот никто не мешает. Как видим, особых инициатив нет, ответственность мало кто пока на себя берет, а вспоминаем аж те годы, когда, вот, скажем, кто-то отклонился от курса. Поэтому я бы сейчас не искал, во-первых, в силу того времени, в котором мы сейчас живем, и тех обстоятельств, виновных в чем-то. Во-вторых, есть обе стороны несут ответственность, те, кто избранный, и те, кто избирал тоже. Поэтому если те, кто избрали, скажем, если не избирали, ходили даже охотно туда на выборы, скажем, и вдруг не так пошло, тогда достаточно много методов, чтобы не допустить такого. Допустили. Каждый ушел в свою жизнь, там, частную жизнь. Наверное, не только у Крымстар, но у никого, наверное, на Земле нет такого права успокаиваться. Мир постоянно движется, там научный прогресс, технический прогресс. Вон столько нового мы увидели за последние, скажем, четверть века, даже последних. Поэтому такого права никого нет
успокаивается. Общество должно постоянно развиваться, вот, и причем во всех направлениях. Лучше, конечно. Ну, а у нас тем более, потому что у нас много нерешенных вопросов, проблем. И мы определяем свое право, хотим мы или не хотим. Поэтому какое место под солнцем выбирать, это наше дело. Если нас устраивает, скажем, в таком качестве жизни, ну, значит, нас так устраивает. Если нет, то нужно развиваться, нужно заниматься всеми какими-то вещами. Сложно сказать двумя-тремя словами, но пассивность, наверное, она всегда была. Я не скажу, что вот мы сейчас пассивные. Народ, и это не только наш народ, он народ как народ, он живет как-то, скажем, там, по-своему созидает. Вот. А чтобы его двигать, нужны локомотивы, какие должны быть там мотивации, какие-то нужны концепции, группа людей или, скажем, люди, или, не знаю, там, кто-то должны взять на себя ответственность, чтобы, скажем, там, как-то показать ориентиры, дальше работать над тем, чтобы это все было принято, и чтобы народ знал, там, куда идет и зачем идет. Единства нет, это замечено, и нет его, к сожалению, уже приличное время. В те времена, о которых мы вспоминали, тогда единство на самом деле было, может быть, не абсолютное, но в какой-то мере большинство народа было движимо, вернее, вот одними какими-то целями, задачами. А сейчас такого нет, но, наверное, все очень просто. Это элементарная в какой-то мере и алчность тоже, когда, скажем, каждый хочет взять свое и сейчас, и быстро, и хочет тут же иметь свои дивиденды. В общем-то, далекая перспектива его мало интересует, он хочет вот сейчас же. Поэтому, а раз так, то у каждого свои, в общем-то, свои планы, вот, они как бы отличаются друг от друга, потому что каждый себе считает свое. Поэтому думаю, что одна из проблем — это алчность тоже. Ну и потом само время такое, сейчас как бы время потребительства, вот, и дальняя перспектива, там, стратегия, мало кого интересует. Ну и внешняя среда, факторы, все-таки все, что хочешь, и урбанизация, и мир как-то по-своему живет. Мы не можем в этом мире отдельно жить, мы тоже в том же мире. Потом развит индивидуализм, это тоже так. Если мы тогда все были советские, все были такие, вот, скажем, там, воспитанные в одних школах, в одних классах ходили, пионерских, а сейчас все по-разному. Каждый имеет право на свои видения, на свои взгляды, поэтому это как бы процесс не только у нас такой, но это есть такое. Поэтому я не укорял бы только себя в том, что вот мы такие вот разобщенные. Она всегда была, если просмотреть людей, которых мы сейчас часто вспоминаем, это период 30-х, 20-е, 30-е, тогда тоже многие люди, и те, кто были в том расстрельном списке, и те, кто, в общем-то, мы чтим их, у них тоже были у многих семьи уже смешанные в те времена еще. Потом следующая плеяда, скажем, там всякие комсомольские дела, там где-то потом после фронтовые вещи, когда, скажем, тоже смешанный брак, это было часто и много. И другое дело, оно происходит везде и постоянно. Тут остановить это очень сложно, почти невозможно. Это просто процессы идут во всем мире такие. И мы в этом мире живем, мы не отдельно взяты, там, скажем, община, чтобы мы этому могли противостоять. Другое дело, там степень больше, меньше, но это происходит. Это, конечно, не хотелось бы, но есть такое. Это, наверное, тоже касается моральных устоев. Это семья, где молодые люди воспитываются, вот, где они получают, скажем, там, старт к жизни. Если они получили нормальное воспитание, их приучили, скажем, там, к тому, что должен быть стержень, принцип, мораль, значит, как-то они будут. А так, я думаю, что если взять саму природу ассимиляции, я думаю, это элементарная, бесконтрольная, безответственная похоть. Похотливость. Скажем, молодой человек там увидел, захотел, вот, легко. А там дальше он как-то потом надо подать, вот, дескать, там, да, вот там что-то было великое, отношения какие-то. А так элементарная похотливость. Но не думаю, чтобы наш народ сейчас находился бы в состоянии застоя. Другое дело, что мы считаем за, скажем, там, критерии, не знаю, там, застоя или не застоя. Народ как-то живет. Это, в общем-то, живет народ, в общем-то, полноценной, нормальной жизнью. Вот мы недавно были на книжной ярмарке, скажем, мероприятие, да, есть признаки нашего здесь присутствия.
Вот, открыли недавно памятник, я там сам не был, но, в общем, ну, как-то каждый, не знаю, там, делает, что он делает, в общем-то, я бы это застоем не называл. Скажем, было время, когда застой точно, да, там, когда 80-е годы, там было так, скажем, начало 80-х, там, по середину, назывался как бы эпоха застоя, там, бременская, да, но при этом, ну, народ набрал себе силы, как бы там ресурс какой-то, и потом, если бы не было этого застоя, если бы, скажем, не было того ресурса, который наработан был за то так называемое время застоя, возможно, у нас не было бы таких средств и возможностей, чтобы приехать в Крым и там покупать дома и вот, по крайней мере, здесь зацепиться в Крыму. Поэтому во всем есть свое и положительное, и вот в этом тоже я вижу положительное, когда мы сейчас набираемся там сил, вот, и материальных в том числе сил. Я думаю, что это нам ресурс, который необходим, и дальше кто знает, какие будут еще перед нас годы, я думаю, это все нужно. Да, думаю, что есть такое, как страх, но он как бы страх рациональный. Можно, или вернее, нужно отличать страх животных, когда сам не знаешь причину, вот просто страшно и вот все, боязно. Но когда знаешь, что нужно сохранить себя для чего-то, вот, чтобы как-то тоже со смыслом страх, я думаю, это ну, нормально, в общем-то, инстинкт самосохранения. Бороться приходится, потому что ну, такова природа. Мы живем в агрессивной среде, и вот не сейчас, вот скажем, вот с 2014 года, и до этого было нам тут не очень-то, нас как бы жаловали при Украине. Там каждый шаг, каждый, не знаю, там пункт нужно было отвоевывать, там те школы, классы, не знаю, там участки, там и все. То есть саму жизнь нам приходилось ежедневно проводить в борьбе за каждый свой, не знаю, там кому-то легко сблизиться, нам с этим сложно, кому-то там запросто школы, и нам это вообще ну, очень сложно. И культура, и все эти проблемы решались с большим трудом. Если решались, то это была инициатива наша, но не государственная. Сейчас, тем более, мы живем в еще более агрессивной среде, это Россия. Она так устроена, такова ее природа, когда она поглощает, переваривает, растворяет в себе народы. Нам нужно это все выдержать, пройти и, по крайней мере, удержаться, чтобы не было хуже, чем есть, а там уже... Национальная идея, наверное, скажу то, что многие говорят, или пусть не все, но многие. Думаю, что чтобы многие проблемы, о которых мы сегодня говорили, решились бы, или, по крайней мере, как-то решались бы, нам не обойтись без государственности. Это проблема языка, культуры, это и та же ассимиляция, в общем-то, многие вещи, которые мы сейчас вот мы претерпеваем, видим, чтобы для их решения все-таки государственность нам нужна, без этого нам не обойтись. Это не просто наш каприз, скажем, наши амбиции, это в самом деле нам необходимость такая есть, чтобы она у нас была. Другое дело, что ну, она сама по себе у нас быть не может ее. Она не придет сама по себе к государственной, никто ее не подарит. Нужно к этому идти, двигаться, в общем-то, заниматься этим.